Друзья, привет! Меня зовут Бахыт, я спортивный журналист, тот самый, который рассказывал вам о путешествиях, двухчасовых путешествиях Кубка мира по футболу в Бишкеке и фотографировался с Кристианом Карамбо. Вспомнили? Я уже пытался в предыдущем своем видео рассказать, что такое кыргызский клубный волейбол на примере матча Салам Алик Дархан. Тогда, наверное, получилось не совсем емко. Сейчас я буду рассказывать вам об еще одном событии, об еще одном волейбольном турнире. Мы летим в Ош. И я попробую вам показать то, как болеют и как переживают за волейбол, и как любят волейбол на юге страны. Мы прилетели в Ош, только что приземлились. С радостью узнали, что тут апрель-май. Здесь очень тепло, наши куртки здесь уже не нужны. В общем, друзья, мы жестко выспались, позавтракали, ну так, по-легкому. И бодрые, свежие прибыли. Здесь на протяжении следующих 2 дней будет проходить тот самый волейбольный турнир, о котором мы вам говорим. Здесь на юге волейбол очень любят. Сейчас мы вам покажем, что у нас здесь творится. А творится у нас здесь нечто невообразимое. Эти все люди пришли смотреть на волейбол. Смотреть сами. Мы с вами попали на поединок между Салам Аликом и Уваром. Идет первая партия, концовка. Самое интересное сейчас будет происходить на площадке. Здесь все заточено под зрителей, есть все, что им нужно. Есть буфет, но самое главное, здесь для тех зрителей, которые не сумели попасть в зал, есть телевизоры, и люди могут смотреть то, что происходит на площадке отсюда. Судейская комиссия данного турнира решила, что все команды здесь не поместятся, не успеют сыграть, и поэтому одна группа была перемещена в другой спортивный зал, зрители ушли, поэтому сейчас за продолжением игры следят уже половина зрителей, то есть зал у нас сейчас, к сожалению, полупустой. В общем, мы приехали, показываем волейбол, скромно, тихо, никто нас не видит. Мы очень-очень скромные люди, поэтому мы сейчас едем на следующий наш отдых. Мы прибыли на новое место дислокации. Как я вам уже ранее и говорил, волейбол на юге любят очень-очень сильно. Это, наверное, поистине народная игра. Все залы заполняются, поэтому здесь огромное количество именно спортивных залов для волейбола. В Кыргызстане волейбол набирает настолько популярность, на данный момент набрал, что в него играют не только юноши, дети, девушки и ветераны, но играют даже мамы. Сами все видели, и это все мамы, у некоторых которых есть по 8 и даже по 9 детей, некоторым из них 50 и более лет. Я уверен, что среди вас некоторых найдутся люди, которые и так не умеют играть в волейбол. В это число хожу и я, наверное. Поэтому уважение всем мамам, волейбол поистине народная игра у нас в стране. Воскресенье, второй и финальный игровой день. Настолько много зрителей, что некоторые из них уже не вмещаются в зал. Смотрите, как люди смотрят волейбол здесь, на юге. Прилетели мы сюда с командой и живем здесь. С командой Салам Алик, в составе которой есть один очень интересный игрок. Ему всего лишь 19 лет, но несмотря на свои скромные лета, он является одним из лидеров не только своего клуба, но и национальной сборной. Вы можете себе представить? В 19 лет. Очень молодой, юный парень, у которого впереди все. Впереди у него огромные перспективы. Сейчас я вас с ним познакомлю. Зовут его Ромка Шилов. 19 лет. Мальчишка просто. Вот он, 19-летний Рома Шилов. Ром, как дела? Отлично. Какой у тебя рост? 2,13. 2,13 у него. Мне в школе говорили, что я самый длинный, шланг. Вот, я не шланг. Сколько ты, Рома, ешь за раз, мам? 10-12.
Я подтвержу, так и было. Он съел свои 10, еще 2 у тренера забрал. Вот такие у нас игроки есть. 19 лет парню, он еще будет расти. Вы представляете, какой он будет, когда ему будет 30? Посмотреть игру хотят все. Для того, чтобы получить хоть какое-то преимущество, люди используют и идет в ход абсолютно все, что есть. Мне посчастливилось попасть внутрь этого зала. Чем отличается волейбол стандартный от того, что мы видим в городе? Есть понимание технической зоны, где сидят игроки, где игроки могут тренироваться, где сидит тренер. Сейчас играют Салам Алик и Аксы, матч за 3-е место. Смотрите, где сидит главный тренер Салам Алика. Андрей Владимирович Анкудинов, ему приходится в таких условиях руководить командой. Тренер Аксы тоже сидит среди зрителей, вы его не видите, вон он там, в той куче сидит. Вот под такую оглушительную тишину Салам Алик выиграл матч за 3-е место. Впереди нас ждет финал Эрем-Улар. Еще одна особенность клубного волейбола в Кыргызстане – это абсолютная непредсказуемость. Что-то типа чемпионата Англии по футболу. Любая команда может победить любую. Этому подтверждение нашего сегодняшнего финала. Вот можете сейчас наблюдать, как команды готовятся. За моей спиной сейчас готовится Улар. Улар бегает, прыгает. Очень-очень серьезно команда подходит к тренировке. И вот сейчас здесь, давайте пройдем. Здесь к матчу готовится Эрем. 6 матчей за 2 дня для кыргызского волейбола это не совсем и что-то новое. Я думаю, что те же мировые лидеры волейбола, когда им скажут, что в день можно сыграть по 6 игр, они, наверное, от этого и ужаснутся. Но только не наши команды. Для нас это нормально. Финальная игра сильнейшей команды этого турнира. Полный зал, который молчит. Если кто-то на площадке и кричит, то это та команда, которая забивает, и они празднуют таким образом гол. Непонятно почему. Вторая попытка. Атака в аут. Нет, не в аут, все, победа. Эрем стал победителем турнира, игра закончилась. Еще одна деталь, которую, наверное, могли придумать только у нас команды, видимо, не наигрались. Тут же взяли и придумали такую фишку провести матч между сборной Андижанской области, которая усилена 2 игроками из Ошбаджи и Эрема. Будет играть против чемпиона страны Эрема, который будет подкреплен несколькими сильными игроками из Дархана. Что будет Мухаммед Токтоев и несколько игроков из других команд. Такое тоже может быть только у нас. Не наигрались игроки, понимаете? Ну не наигрались.
вот так у нас и на волейболе происходит. Друзья, мы выиграли, как она и есть, пятой партии, последней, когда необходимо было. Ребята собрались и сделали. Есть местный герой, как я уже изначально говорил, Нурмухамед Тохтоев, которого ребята кидали. Это была история со счастливым концом. Вы теперь понимаете, что волейбол здесь, на юге, является больше, чем волейбол. Волейбол — это больше, чем игра. Это тот миг, когда люди живут игрой, живут на площадке и могут помогать игрокам своей энергией. Сегодня именно поддержка болельщиков, вот этих, которые сидят на трибунах, помогли нашей команде победить. Помните, я говорил, что для того, чтобы увидеть эту игру, люди шли на всякое, залезали на перила, вставали в окна, но самое главное, они тащили с улицы все, что возможно. И в основном это были шлакоблоки такие. Вот смотрите. Сейчас кто-то, один из жителей соседних домов, выходит, а у него нету сарая. Чей-то сарай сейчас находится здесь, на спортивной площадке. Сегодня сидели после турнира. Я спросил у одного из организаторов, почему пришло столько людей. На что он мне ответил: представляешь, в эти дни параллельно в Аше на ипподроме проходит турнир по кукбуру, и все люди ушли туда, поэтому пришло столько мало людей. То есть для них это еще и мало, представляете.